Дорогие друзья, сегодня мы будем учиться изготавливать букет цветов, а именно тюльпанов и именно из ткани. Это замечательный подарок для своей второй половинки или для мамы, или для бабушки. В общем, все по порядку. И покажет мастер-класс педагог Якутской классической гимназии, педагог по технологии и изобразительному искусству Оксана Викторовна Свириткина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители. С удовольствием покажу вам сегодня мастер-класс по изготовлению тюльпанов из ткани. Нам понадобятся лоскутки ткани, лучше всего хлопчатобумажные, бусины, которые вы найдете дома, проволока для стебельков, или это может быть не только проволока, но и шпажка, Дальше иголочка и ниточка, больше нам ничего не понадобится. Приступаем к работе. Вначале нам нужно подобрать лоскуты ткани. Вот, например, для тюльпанов я выбрала сегодня такой ярко-розовый цвет горошек, Можно, конечно, использовать и нежные тона. Вот смотрите, вот такой вот тюльпанчик у нас должен получиться. Да. Только вот он, знаете, почему-то... А такие бывают вообще в природе? Нет, чуть-чуть стилизованный, чуть-чуть стилизованный, но чуть-чуть похож на тюльпан. Так, я уже сделала заготовочки. Заготовки ткани у нас 7 на 14 сантиметров. Это уже проверенная форма. Чуть больше, совсем крупный получается, можно сделать помельче, но работать будет труднее. Что вначале мы делаем с этими лоскутками ткани? Нам нужно, конечно же, вначале их нарезать. Затем нужно по верхнему срезу приутюжить 1 сантиметр на изнаночную сторону. И затем складываем пополам и тоже приутюживаем. Вот такие заготовочек мы можем делать сразу очень много. В каком количестве вы хотите сделать букет цветов. Пусть это будет 3, 5 и 25 цветов. Сделали такие заготовочки, не обязательно одинакового цвета, можно использовать разные цвета. Это у нас будет наш бутон. Также нам нужна заготовка, чтобы сделать наши листочки, которые прикрепятся к стебельку. Здесь тоже 15 сантиметров в высоту и в ширину тоже приблизительно 7 сантиметров. Можно запомнить 7, 14 или 7, 15. И мы рисуем форму нашего листочка, произвольно сами рисуем ее и прошиваем на швейной машине. Но не переживайте, если у вас нет швейной машины, сегодня мы попробуем сделать это все вручную, и все получится так же, как и на швейной машинке. И, конечно же, стебельки, я уже сказала, если у нас нету проволоки готовой, мы берем шпажку, и можно и просто обернуть ее кусочком гофрированной бумаги. Приступаем. Берем нашу заготовочку для бутона. И прямыми мелкими стежками мы сшиваем один край, отступая где-то 5 миллиметров от края. Если мы делаем большой букет, конечно, на машинке удобнее работать, но если мы работаем с детками дома, иголка с ниткой, и можно быстренько прошить. Не забывайте, что нам нужно подготовить заготовки, заутюжить верхний край на 1 сантиметр, дальше сложить заготовку пополам и тоже ее приутюжить. Прячем ниточку нашу. Так, дальше мы, не выворачивая наш бутончик, должны обработать нижний срез. Нижний срез мы не сразу заутюживаем, а делаем это сейчас вручную. Аккуратненько подгибаем, но не на 1 сантиметр, а буквально на 5 миллиметров. Подгибаем на изнаночную сторону и простыми тоже прямыми стежками будем собирать сейчас низ нашего цветка в бутон. Ткань плотная, еще иголка не хочет у нас. Кстати, по тканям, какие ткани вы порекомендуете? Ситец, Ситец, бязь, шелковые ткани тоже хорошо работают, но вот почему-то из хлопчатобумажных ярких тканей смотрятся очень хорошо. Они особенно, когда она, конечно, новая ткань, но у нас бывают обрезки. Если мы что-то сшили, у нас остались обрезки, Бутона можно делать чуть меньше, чуть больше. Это не имеет большого значения. Но главное, это просто прямоугольничек ткани. Получается, мы шьем сейчас мешочек. Мешочек шьем, Теперь аккуратненько стягиваем. Нитку берем всегда двойную, когда шьем. Одинарная у нас, конечно же, порвется. Стягиваем. Чуть-чуть закрепляем узелочком, чтобы нитка у нас, чтобы не распустилась. Так, и затем уже у нас все это было на изнаночной стороне, мы никуда не уворачивали. Вот сейчас
мы аккуратненько выворачиваем. Сильно вот этот кончик, да, ну, кончик нашего цветка не выправляете все наружу, пускай оно там все спрятанное останется, да, он такой будет аккуратненький, как будто зашит. И то, что мы вручную прошили боковой шов, вообще незаметно. Так, теперь наполняем холофайбером, наполнителем, который тоже продается в магазинах. Можно со старой подушечки достать, можно просто кусочек ваты взять, да, тут не имеет значения. Наполнить его плотненько, хорошо. И затем самое главное, мы сейчас будем формировать цветочек наш. А это можно прямо, чтобы вот как подушка? Да, вот лучше поплотнее, тогда поплотнее? он будет. Да, вот кажется. А если рыхловат будет, он поменьше будет, поменьше, и такой он будет, да, держать. такой формы не будет. Прям уплотнились. И вот нашли там, где у нас был шов, делаем первый прокол иголочкой. Иголочка у нас внутри, мы ничего еще не отрезали. И напротив, вот прям складываем тюльпанчик пополам. И напротив тоже делаем маленький прокол. Держим руками, чтобы вот прижать руками нужно, и сделать 2-3 стежка. Иголочка у нас большим ушком, не хочет через плотную ткань. Затем с противоположных сторон тоже нитку ничего не отрезаем, даже узелок не обязательно делать. С одной стороны и с другой стороны напротив. Тоже аккуратненько, если у нас наполнитель выходит, аккуратненько туда его проталкиваем. И тоже зеленой ниточкой аккуратно стягиваем. Вот. И вот здесь нужно, конечно же, держать руками, чтобы он не расходился. И сделать несколько стежков, и уже, конечно же, сделать узелочек наш. Ой. Так, что я забыла, кстати, узелочек. Кстати, вот здесь в цветочках не было бусинок, но сегодня я решила добавить бусинку, как нашу серединку, как украшение. Небольшую бусинку, да, прям не отрезая, пока нитку не успели отрезать. Так же, как и делали стежки, только с бусинкой. Можно даже один стежочек сделать. И его хватает, я думаю. Ну, можно еще раз пропустить, если позволяет отверстие бусинки. И вот так, сидя на диване, можно за один фильм сделать букет из 25 цветов. Это точно. Так, сделаем узелочек и спрячем нашу ниточку. Иголочка у нас. Так, как мы прячем ниточку? Прямо вовнутрь прокалываем, выводим в любом месте подальше. И отрезаем. Так, ну что у нас осталось? Чего нет у нас? Конечно же, у нас нет стебелька. Но вы не пугайтесь, что мы сразу его сюда не поставили. В любой момент можно его туда просунуть. Работаем мы вот с проволокой. Я такую взяла плотную проволоку. Лучше кончик загнуть, это, конечно, плоскогубцами, да, пальцами он сгибается очень трудно, или взять проволочку потоньше. Так, аккуратненько. У нас вот здесь есть отверстие, вот 4 штучки. Поэтому прокалываем, находим внизу отверстие. И аккуратненько вовнутрь он у нас исчезнет, наверное. Да, исчезнет, потому что зацепило что-то. Все, и он там остается. Клея ничего не надо. Такой цветочек. Теперь нам нужно, конечно же, сделать к нему лепесточки. Вообще, ткань горошек, она очень выигрышная всегда. Так, лепесточек мы вот прошили на машинке, да? Но давайте тоже прошьем все на руках. Посмотрим, что это никак не будет отличаться, чем на машинке. Также закрепляем вначале и простыми прямыми стежками по контуру прошиваем. Вот не обязательно тут сразу по контуру листочка вырезать ткань. Мы ее вырежем, когда прошьем. Также вот мы на машинке стали работать. Сначала прошиваем контур, а только потом уже подрезаем, оставляя припуск там 3-5 миллиметров. Потому что так и детям удобнее работать. Если что-то ты куда-то скривился, то ты уже, можно это подправить. Так шьют мягкие игрушки. Что там и с ниточкой, с иголочкой, и со всем остальным. Примерно с какого возраста можно привлечь вот к такой деятельности детей, именно по изготовлению цветов? Ну вот начальная школа спокойно может уже справиться. Иголку с ниткой уже там в программе со 2 класса уже делаем и вышивки, да, поэтому очень даже спокойно. Конечно, под присмотром родителей научиться нужно делать узелочки, без узелочка не получится работа, да, и простые прямые стежки уже в начальной школе работают. Там, наверное, девочкам нравится очень. Ой, девочкам нравится.
Поэтому делается быстро, но надо с иголкой, с ниткой тренироваться работать, сделать узелочек, чтобы она не путалась, да. Но некоторым деткам нравится работать на машинке, вот с 5 класса они же на машинку приходят ко мне, и уже, ну, на машинке им нравится тем, что это очень быстро, и не так это все страшно. На машинке, конечно. С нитками все-таки дети больше путаются вот с ниточками вручную, потому что она путается и так далее. Терпения у них не хватает. Все, делаем узелочек. Ниточки, слава богу, хватило. Так. И теперь уже по контуру обрезаем, оставляя 5 даже много, 2-3 миллиметра. И нам останется только вывернуть наш листочек. Листочки можно и искусственно использовать, да? Можно из фоамиранта вырезать. Но когда мы делаем все из ткани, как-то смотрится это лучше почему-то все в одном. Ну, потому что, мне кажется, это очень экологичный цветок, да? Ну, да. Ну, он как бы искусственный, но он такой живой. ну, какой-то живой, да. И мягкий, наполнен совершенно безопасно, да, его. Да. То есть здесь не используется клей, допустим, какая-то химия, в общем. Очень интересная такая техника. И этот цветочек, ну, правда, он такой вот частица души, скажем так, того, кто изготавливает этот цветок. И мне кажется, кого вы будете одаривать, тоже будет достаточно, в общем, приятно. Да, да, для дачных домиков, вот делали мы для дачного домика в таком стиле в корзинке, очень было красиво. Ну вот, у нас приутюжить, конечно, нужно обязательно, да, если ткань помялась при выворачивании. Нижний край чуть-чуть подворачиваем вовнутрь, и сейчас мы просто этот листочек пришьем. Также используем наши... То есть мы не набиваем уже вот ваткой там или еще чем-то? Нет, да? не набиваем. Можно, конечно, набить, но только чуть-чуть, не сильно набить, потому что если сильно, он будет прям стоять. Должен так. быть таким вот. Ну да, вот, чтобы он изгибался, да. Если мы его делаем на проволоку, можно проволочку прямо внутри. Вот здесь он гнется, потому что я проволоку протолкнула прямо вовнутрь, его можно изгибать. Делать прямо и загнуть, но это прям проволоку просунули туда дальше. Поэтому... Так, также присобираем простыми прямыми стежками. Нитку, конечно, можно в цвет взять, ну, хотя это, если честно, незаметно. Все собрала. И, конечно, вокруг нашего стебелечка. Ну, ткань вот нашли только такой темный цвет, да. Тут надо погладить, конечно, чтобы он чуть-чуть. Но если будет чуть-чуть поярче, посветлее, мне кажется, будет более свежо, да, выглядеть. Цвет будет такой. Но мне кажется, он и так хорош. Да? Ну, вот здесь даже вот простой цвет, такой бежевый цвет, да. Здесь вот из остатков ткани зеленые были цвета, там даже береза у нас нарисована. То есть, поскольку эти цветы изготовлены из ткани, ткань может быть совершенно любого цвета. Да. Ну, экспериментировать можно тут вот, ну, просто разгул для фантазии, как говорится, да? Так. Ну, вот можно вот здесь, давайте-ка я покажу, да. Ставим все-таки сюда проволочку, которая у нас как раз здесь удачно лежит. И он чуть-чуть ему форму все-таки будет держать, да? Хотя бы. Эту проволочку мы просто обернем сюда, вокруг. Просто скажите, вот у вас проволочка, она такого зеленого цвета. Вы ее покрасили или... Нет, это вообще покупная проволока, это просто проволока, которую обмотали ленты, да, специальной. Но вообще обычная даже проволока и простой гофрированной бумагой. Или есть такая лента для стебельков. Но если мы хотим все сделать дешево и бесплатно, простая бумага гофрированная, можно обмотать листочек. Можно, чем еще-то можно? Ну, гофрированная бумага самый простой вариант. Как говорится, дешевле не найдешь. Можно обтянуть тканью, но там выворачивать очень трудно, деткам трудновато. Можно использовать трубочки для сока тоже. Они, кстати, разных цветов бывают. То есть их можно даже и не... Можно и не оборачивать, если тот же цвет, да. И они такие изогнутые бывают. Раз, так изгибается, и можно, что у нас цветочки тоже гнутся. Но когда с детьми работаем с большим классом, да, конечно же, мы используем такое, чтобы было подешевле, чтобы все могли сделать. Но так будет лучше.
Так, ниточку, конечно, надо взять цвет ткани. Думаю, ничего. На листочек можно сделать из кофе позже коровку, можно бабочку, да, и так далее. Ну и вот такой тюльпанчик у нас получается, да, вытащим. Красивенький, аккуратненький. Ага. Ну вот если смотрится вот в букете, да, смотреть, то, конечно, в букете они уже смотрятся выигрышно, да. Кстати, может, кто-то в интернете видел, бабочек таких делают, да, очень красивых. Ну, думаю, симпатичный цветочек у нас получился сегодня. Да, очень красиво. И за короткое время это самое главное, да. То есть за вечер, ну, действительно, можно с ребенком сесть и Конечно. приготовить вот такие цветочки младшего школьного возраста и подарить цветок, изготовленный руками мамы, ребенка, своим бабушкам, тетям, знакомым. Да, очень даже. И, конечно, подружкам. Да, и по цветам очень хорошо можно выбирать разные цвета. Использовать разные подручные материалы, от трубочек, от шпажек для стебелька. Да, можно просто шпажку покрасить краской обычной гуашью, да, зеленым цветом. Можно даже коричневым оставить. Сейчас очень естественный цвета выигрышно смотрится. И так вот сделать букетик. И уже добавлять какого-то декора еще. То есть в каждом, допустим, семействе наверняка вот таких вот небольших отрезиков от ткани, остатков, ну, найдется, наберется. Конечно. Можно все это пустить вот в такое вот, ну, скажем, наладить производство дома таких цветов. А в чем вот цветы искусственные, их делают совершенно из разных там материалов, различные техники. Ну, еще раз, вот эта техника, чем она хороша? Чем она хороша, что она проста, да, не требует сложных выкроек, не требует такого сложных тканей. Ткани у нас хлопчатобумажные, да, и очень проста в исполнении. Еще раз давайте повторим, что у нас нужна заготовочка ткани, да, это просто берем. Вот у нас 15 сантиметров ткани. Так. Мы отрезаем 7 сантиметров полосочку, ну по высоте мы даже на глаз это видим, что где-то это 7 сантиметров. Складываем пополам, да, но мы сначала что должны сделать? Не забываем, что мы верхний край заутюживаем утюжком и затем еще пополам. Вот мы смотрим, если у нас цветок слишком широкий, мы его просто излишки убираем. Ну, в основном это 7, где-то на 14, на 15 сантиметров, не больше. И затем уже, когда мы все это заутюживали, мы простыми прямыми стежками или на машинке закрепляем этот край. Дальше не забываем, что мы должны отогнуть вовнутрь нижний край и простыми прямыми стежками стянуть в бутон. Иголку с ниткой не отрезаем. А вот здесь вот, где вы проутюжили, дорогие друзья, это будет верх цветочка, да? Вот здесь вот у нас, чтобы вот эта часть, она аккуратно. проутюжена. Нижний край сами подгибаем, с меточными стежочками собираем и выворачиваем. И набиваем холофайбером, наполнителем. Когда набили наполнителем, мы должны закрепить в 4 точечках, соединить наши крайние точки. Мы их соединяем, не забываем в конце добавить бусинку, если хотите, да, и затем прячем нашу ниточку. Для листочка тоже приблизительно лоскуток ткани у нас такой же, но только не забывайте, что у нас идет со сгибом, потому что листочек у нас двойной или 2 детали. Можем также прошить вручную, вывернуть, вставить вовнутрь проволоку, если мы хотим, чтобы листочек у нас также изгибался, как мы захотим, да, в любой форме. Думаю, это намного интереснее. Эту же проволочку примотать к основанию и чуть-чуть закрепить ниточкой, чтобы он, конечно, не двигался вверх и вниз. И у нас такой красивый цветочек уже готов. По тканям еще раз, это должна быть хлопчатобумажная ткань, не рыхлая прям совсем, да, плетение должно быть достаточно таким плотным. Шелковая ткань подойдет, шелковые да? делали, да, и шелковые делали ткани, они такие более блестящие получаются. Но то, что из-за того, что она сыпется, с ней работает, конечно, посложнее, скользит она, да. Ну, а так смотрится выгодно очень, да, вот такие блестящие получаются. Ну, темные цвета, наверное, не стоит использовать, посветлее тона. Все-таки тюльпаны, нежные такие цветочки. Спасибо большое, уважаемые зрители. У нас все получилось за короткий срок. Буду очень рада, если вы попробуете выполнить это дома. Ну что, дорогие друзья, вот сегодня мы познакомились с еще одной такой интересной техникой изготовления цветов, тюльпанов. И, в общем, действительно, это очень интересная такая практика, невероятно проста, невероятно
такая вот экологичная, да, я бы так сказала. И с детками со своими вполне можно вот действительно за вечер сшить, приготовить вот такие вот тюльпанчики. Ну что, друзья, будем пробовать?